Если ты ищешь во что поиграть, то ты попал на правильный ролик. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайт. А это 10 лучших игр для твоего телефона или планшета. Ставь лайк, если найдешь во что поиграть. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но мы с тобой начинаем ролик. Это необычная песочница, где вам предстоит сеять хаос и разруху на своем пути, используя все, что найдете по дороге. В игре цель как таковая отсутствует, благодаря чему вы самостоятельно сможете продумывать правила или же просто развлекаться, как только вздумается. В вашем распоряжении будет десятки видов пистолетов, автоматов, пушек, которые можно свободно использовать. К тому же есть возможность взять под свое управление любую машину и ездить по экстремальным трассам, преодолевая непростые препятствия. Во время игры вы сможете встретить немало других персонажей, которые в целом безобидны, но иногда могут дать отпор. Отчего будьте готовы нанести по ним удар первым. А благодаря большому количеству разных предметов, эффекты от взрывов и столкновений выглядят довольно эпично, даже несмотря на пиксельную графику. И еще тут довольно интересная физика, при этом в ней есть что-то от Гаррис мода. У моего друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Это крутые битвы на авто, быстрая езда и стремление пересечь финишную черту. Это только одна из множества задач, которые будут вас ждать. Устраивайте настоящий хаос благодаря системе разрушений, словно ломаешь лего-машинки, которые отображают не только повреждения вашей машины, но еще и видимые изменения на картах, которые по окончанию заездов будут выглядеть совсем иначе. А если быть точным, то от города ничего не останется. Доступно множество режимов, например, уничтожение автомобилей соперников за очки, режим выживания, где останется только один, состязание по набору баллов, свободная езда для изучения карты, ну и прочее. Также вас ждут десятки моделей авто, от грузовиков до спорткаров, разные режимы на выбор, глубокая модель повреждений, блочный стиль графики и десятки карт. Необычная игра, в которой вы будете управлять полицейским участком. Будьте на страже городского спокойствия и беритесь за разные преступления. Мафия продолжает мутить свои темные делишки, и вам необходимо бросить силы своих сотрудников на то, чтобы помешать планам бандитов, пока они не подмяли под себя весь Фринбург. Будет нелегко и придется идти на разные хитрости, чтобы не поднимать панику среди народа. Время от времени лгать в СМИ, а быть откровенно честным с народом, ну или нет, решать только вам. Цель тут такова: нужно заработать $500 000 за 180 суток. Именно такое количество дней осталось у Джека Бойда до долгожданной отставки на пенсию. И вот какими путями заработать такую сумму предстоит решить вам. А будете ли вы примерным копом или замараете руки в работе с мафией? Снова решайте только вы. И, кстати, не так давно выходил ролик по сюжетным играм. Если ты его не видел, то найдешь его по подсказке сверху справа. Лайт, можно привет, пожалуйста? Меня зовут Даня. Конечно. Даня, привет тебе. Своеобразная смесь секира. В основу игры легли ранние времена Японии и большое количество сражений. Сюжет повествует историю ниндзя Такаши. Вам необходимо выполнять разные задания в большом игровом мире, собирать важные предметы, улучшать собственного героя и многое другое. Мир наполнен множеством разных противников. Некоторые будут атаковать в прыжке, а другие будут использовать атаки дальнего боя. К некоторым из них понадобится найти индивидуальный подход, чтобы не оказаться в главном меню после короткого боя. Тут будут разные монстры с мощными способностями, рядовые бойцы с мечами и даже мощные боссы выступят в качестве противника.
Задание представляет классическое «сбегай, прибей, принеси», но четко прописанная история для большинства из них неплохо разбавляет игру, а ассортимент оружия представляет хороший выбор. Это катаны, мощные топоры, быстрые молотки и сюрикены. У вас будет отличная возможность опробовать все варианты, чтобы подобрать для себя что-то свое. Это крутой симулятор экстремальных мотогонок. Возьмите под управление мощный горный байк и покорите невообразимо сложные маршруты. В общей сложности здесь содержится более 100 детально проработанных уровней. Преодолевайте крутые трамплины, проедьтесь по склону обрыва, заберитесь на крутые скалы и многое другое. Чем больше элементов вы сможете выполнить, тем быстрее доедете до финиша и тем больше награду получите. По мере прохождения прокачивайте характеристики вашего байка, устанавливая разные модули. Также тут есть более 200 элементов экипировки, что поможет создать уникальную внешность вашего героя. Помимо одиночной игры, есть возможность посоревноваться с остальными игроками. А благодаря физике, мотоцикл ведет себя реалистично и позволяет буквально почувствовать его у себя в руках. К тому же игрушка мне напоминает тут же Gravity Defy, если ты помнишь такую. Зомби-апокалипсис застал нашего героя на рабочем месте. Город в один миг заполонили толпы жутких монстров. Чтобы выбраться и спастись, нам предстоит выполнять цепочку заданий. Каждый уровень представляет собой закрытую арену, на которой нужно победить несколько волн зомби. Не таких, скорее вот таких. Оружие, навыки и типы врагов будут разными. С каждым новым перезапуском уровней доступно более 12 пушек, от арбалета и автомата до многоствольного пулемета и дробовика с зажигательными патронами. Бои будут проходить в офисном центре, супермаркете и других городских локациях. Постепенно наш персонаж будет становиться мощней, и нам придется прокачивать базовые характеристики, вроде количества жизней, скорости перезарядки и выносливости. А что конкретно прокачивать, придется хорошенько подумать. Это у нас «Принц Персии», в который можно поиграть на наших мобилках. Ну а рассказать о приключениях принца и загадочной императрицы Кайлины можно и по-простому. Принц вернулся домой, в Вавилон, после долгих странствий, а там его ждала настоящая беда. Королевство разрушено, а Кайлина стала жертвой коварного заговора. Принцу удалось найти ее, но он не смог спасти ее от казни, что вызвало непоправимые разрушения в мире и призвало Темного принца, который стал противоположностью главного героя. Сможет ли наш герой победить своего жуткого противника? Игра как раз таки даст ответ на этот вопрос, но при этом он встретит немало интересных персонажей и переживет захватывающие приключения в этом необычном мире. Как ты уже понял, игрушка работает через эмулятор PSP, а скачать его и инструкция, как поиграть, будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка, как всегда, в описании. Это необычная игрушка, в которой вы владелец свалки, зарабатывающий деньги на разном хламе. В ваших руках находится огромная свалка. Управляйте ей, чтобы создать успешный бизнес, который сам по себе не представляет большой ценности. Там, где обычный человек видит только заброшенную территорию с кучей мусора, вы наблюдаете огромные финансы. Например, кузов старого и ржавого автомобиля, выкинутого владельцем, можно отреставрировать и покрасить. Как следует осмотрите свои владения, чтобы найти почти новые колеса, поставить их на машину и впоследствии продать ее за хорошую сумму. Обновляйтесь, покупайте современные станки на деньги, которые вы получите от переработки мусора, и тем самым облегчите свой труд, чтобы быстрее справляться с работой и богатеть. Очень необычная игрушка, советую поиграть. Как стать блогером? Братишка, все просто. Начни что-то делать. Если брать меня в пример, я начинал снимать летсплей и смотрю на них сейчас, и они довольно кринжовые. Я думаю, может сделать стрим, где мы с тобой посмотрим на них. Будет забавно? Как думаешь? Напиши в комментариях. Это своеобразный клон GTA, а значит, сравнивать их точно не получится. На этот раз судьба занесет нас в очень странное место, имя которому Новый Орлеан, который роскошный на главных улицах и переливается грязью в темных переулках. Именно тут вам и предстоит развернуть свою деятельность в попытках занять верхушку преступного мира. Вас будет ждать огромное количество противников, начиная с байкеров, которые обычно объединяются в прочные и сильные банды, продажные полицейские, которые только и ждут момента, когда
тогда вы окажетесь наиболее уязвимы. И жрецы, которые вообще черпают свои силы на другой стороне этого странного мира. Однако смогут ли они помешать вашим планам? А вот что точно не помешает, так это открытый мир, которым всегда хвасталась серия игр Гангстер. Сотни авто для передвижений, огромный выбор оружия и возможность сделать все, что вы хотите. Это крутой шутер на тему Второй мировой войны с детальной проработкой и неплохой графикой. Перенеситесь на поля сражений с самой разной наземной и воздушной техникой, танками, самолетами, пехотой. В игре придется выбрать одну из 4 стран и вперед. А каждая из имеющихся 4 больших карт имеет свои особенности, выражающиеся в структуре ландшафта, предметах и зонах для ведения сражений. Все они придутся вам по вкусу, как внешне, так и тактическими возможностями, которые они предлагают. В целом, всем, кто соскучился по шутерам, советую поиграть. Кстати, недавно выходил ролик по шутерам, поэтому если не смотрел, то обязательно посмотри. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Это необычная королевская битва в стиле самураев. Выглядит, правда, очень круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.